Ассаламу алейкум. Зори Ислам Сугаипов Сурхо. По всей России наблюдается рост цен на продукты, товары, проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги. Наша республика не исключение. Предусмотрены ли какие-то меры для решения данной проблемы на региональном уровне? Целый год над этим работаем. Мы же должны понимать, что патриотизм, когда проявляет человек, когда трудно бывает. Вот. Мы видим ситуацию, и как старается Запад, Европа поставить на колени нашего национального лидера, нашего государства. Вот почему идет война в Сирии. Представьте, вот Эрдоган заявляет, что и Америка заявляет, пока Асад не уйдет в отставку, вопрос о стабилизации, или намерении даже не идет вопрос Бахкина. Представь, за Асада умирают сотни тысяч людей, миллионы беженцев. И они все 99% мусульмане. У них амбиции, у Эрдогана амбиции, у Америки амбиции. Нет не хотят с Асадом найти общий язык. Пока Асад у руля, все, не могут быть речи о коалиции с Россией, из Сирии, с Ирака, с Ираном. Представь, из-за личных амбиций страдают столько людей, разрушено целое государство, экономика. Представьте, даже если весь мир будет помогать, это десятки лет нужно. Вот сегодня то же самое хотят и с нами сделать. Они старались всячески уничтожить Сирию, убрать Асада, не получилось, они получили, постарались всячески, последняя стадия это военная тематика. И то же самое и с нами, с Россией. Вот сегодня это равносильно военной спецоперации, экономической спецоперации. Одно и то же. Они говорят нам, согласитесь с нашими условиями, тогда мы снимем ваши санкции. Представь, украинский вопрос. Причем тут Россия? Договоренности, Минские соглашения. Причем тут Минские соглашения? Не выполняет Порошенко. Яценюк, Порошенко. Это кукольный театр. Они прекрасно понимают, что они никогда не являлись патриотами Украины, украинского народа, что они никогда, у них не было интереса защищать права украинского народа. Им сказали, они не знают, где они находятся, сами не знают. И за то, что Россия поддерживает русских, которые проживают за пределами, они говорят, не бомбите людей нормально, цивилизованно путем решить вопрос. Из-за этого говорят, что санкции год, еще полгода продлевают. Это против кого? Против российского народа, против 150 миллионов, против нас в том числе. Поэтому, действительно будет трудно. Я говорю, правительство Чеченской Республики, мы целый год работали над тем, чтобы выполнить свои социальные обязательства перед населением. И мы работаем, стараемся, чтобы не поднимались цены. Конечно, пока есть вопрос, модная тема, импорт-замещение. Еще определенное время, пока мы сами не будем выращивать свое, будут проблемы. Потом, люди опять начнут жить нормально, У людей будут свои огороды, свои сады, свои заводы, свои колхозы, госхозы. Тогда будет, я об этом говорил, тоже несколько лет назад. Забордаешь, надо дуется, один любой, взрыв, любое явление, погоды даже. Надо пахать, сеять, И вы латнешь, я журналист, вы слышали об этом. Все, Америка не согласна, мы попали под санкции, и все, доллар поднялся, евро поднялся, рубль упал, не может поднять. Это есть, трудность жизни, мы же 12 лет беззакония была, экономика ноль, социальные проблемы вообще не решались, спорт вообще никто не обращал внимания, здравоохранение, существовали мы, на подачках жили, у нас есть возможности, не просто выжить,
а выйти, да, достойно из этой ситуации. Мы над этим работаем, вот, который создан на фонд Абу-Даби, именно в первую очередь это развитие малого и среднего бизнеса. Имела предприятие любой медал. Мир всех тавел, по линии сельского хозяйства, интересный программ. Так, я был урду, а вы что, ахирит, а да, мы его